Ровно 105 лет прошло со дня, когда целый народ подвергся планомерному уничтожению на своей родной земле. Грузинские каратели без разбора убивали невинных людей, детей, стариков, женщин, только за их принадлежность к осетинской нации. Те же, кому удалось спастись, стали свидетелями нечеловеческой жестокости карателей, гибели своих близких, полного разорения и опустошения страны. В результате было убито и умерло 4812 человек, сожжено 4227 жилых и хозяйственных построек. Геноцид 1920 года навсегда оставил след в судьбе осетинского народа, так как оказался фактически протяженностью в столетие и закончился лишь в августе 2008 года с признанием Российской Федерации независимости Южной Осетии. Война – это самое тяжелое, что может пережить человек. Она несет только боль, страдания, смерть. Этот страшный период в истории нашей страны остался в прошлом. Но забывать о том, что пережил наш народ в это столетие, нельзя. Несмотря на очевидные факты истории, Южной Осетии приходилось и приходится доказывать свою правоту. Внимание! Президент Республики Южная Осетия Алан Эдуардович Гаглоев. Уважаемые сограждане, соотечественники, дорогие друзья, сегодняшняя дата исторического календаря Южной Осетии – это годовщина скорбной памяти одной из самых трагических страниц истории Осетии – геноцида, совершенного в Грузии в 1920 году. Десятки тысяч осетин были жестоко убиты и вынуждены бежать с родных земель. Осетинские селения подвергались планомерному разграблению, были полностью сожжены и стерты с лица земли. С ненавистью и жестокостью уничтожалось культурно-историческое наследие страны. На целую треть сократилось осетинское население. События лета 1920 года нельзя рассматривать как единоличное проявление насилия и отдельные случаи гибели гражданского населения в ходе военных действий. Грузия осуществляла целенаправленную политику, направленную на лишение народа и этнической идентичности, территориального присутствия и права на самоопределение. Именно поэтому сегодня есть все основания говорить о том, что в 1920 году был совершен геноцид народа Южной Осетии. Геноцид – это не только массовые убийства, но и любые действия, направленные на уничтожение всего народа или его части. В контексте событий 1920 года мы видим все элементы этого преступления. Умышленное, целенаправленное массовое истребление, депортации, уничтожение культурного наследия, запугивание и террор, направленные против нашего народа. Геноцид осетин был подготовлен и осуществлен по прямому указанию и под руководством грузинского правительства. Народ Южной Осетии подвергался массовому планомерному уничтожению на своей родной земле. Правительством Грузии был тщательно разработан и реализован план депортации выживших осетин и тотального разграбления Южной Осетии. Активное и массовое участие в организованном мародерстве приняло грузинское население сопредельных областей, направленное правительством Грузии на осетинские земли. Часть осетин, выживших после первых месяцев геноцида, была выселена в пустынные земли на границе с Азербайджаном. Необходимо подчеркнуть, что действия грузинских войск в Южной Осетии происходили при полной поддержке грузинского общества, вне зависимости от политических взглядов и партийной принадлежности. Пережив страшную катастрофу геноцида, народ сохранил свое национальное единство, сплоченность, стремление к возвращению на свои исконные земли. В конце зимы 1921 года осетинские боевые отряды продолжили свой путь и изгнали вражеские войска с земли Южной Осетии. Началось возвращение беженцев. Однако после советизации Закавказья Южную Осетию, вопреки воле народа, включили в состав вновь созданной Грузинской ССР. К ответственности были привлечены очень немногие из числа устроителей и участников зверств
карателей в Южной Осетии, а государственные архивы были тщательно зачищены от документальных свидетельств геноцида осетин. В советской науке, искажая историю и подлинную подоплеку событий 1920 года, полагалось изображать геноцид осетин в категориях классовой борьбы как следствие противоречий между грузинскими меньшевиками и осетинскими большевиками. Хотя грузинские каратели убивали осетин вовсе не из-за политических убеждений, а за национальную принадлежность. Замалчивание подлинных исторических фактов и свидетельств геноцида, безнаказанность его организаторов убедили новых грузинских лидеров в возможности продолжить политику подавления осетин. Хотя и в других формах, а спустя десятки лет привели к возобновлению прямого геноцида. В 1989, 1992 и 2008 годах истребление народа Южной Осетии было остановлено лишь благодаря решительному вмешательству и действиям Российской Федерации. Грузинские власти, цинично отрицая вину Грузии за геноцид осетин, оскорбляют память жертв и чувства живых, рассчитывая, что сегодня в мире мало кому известно о преступлении против человечности, совершенной Грузией в 1920 году. Грузия на протяжении долгого времени всячески старается не допустить распространения правды о геноциде, и документальные свидетельства пытается стереть историю своих преступлений. Уважаемые сограждане, прошло больше века, но боль этих утрат все еще живет в наших сердцах. События лета 1920 года не просто страница истории, это тяжелая рана, боль которой не прошла спустя столетия. То, что произошло тогда, было не случайным насилием и не побочным эффектом войны. Это была целенаправленная политика уничтожения целого народа. Это был геноцид. Наша общая задача как единой нации – не допустить, чтобы эти события забывались. Память о жертвах геноцида – это не только дань уважения ушедшим, но и важный урок будущим поколениям. Только через память мы можем сохранить нашу идентичность, нашу культуру, нашу государственность. Только через правду и память мы можем строить наше настоящее и будущее на основе справедливости, достоинства и уважения к ушедшим поколениям и к своей истории. Народ Южной Осетии прошел через многие трагические испытания, понес страшные потери, но смог выстоять, сохранить свое национальное достоинство, воссоздать свою государственность. Благодаря Российской Федерации сегодня Южная Осетия смотрит с твердой уверенностью в завтрашний день, чтобы трудиться ради своей прекрасной страны, ради будущих поколений, ради торжества жизни на Остинской земле. Зынорхом бастакта, олчи дерна, чина хастай, чирастай, чикодытай, дармандар, оварты, рохости сошува зожинатты. Эмаобун юлдар хашчинстан, шамай шодам тефесафтан гунан, сану морухтанан. Нахадак каражил хашам, эма кадрастагуаззоу, катфет белезораху, ваттар каражи фарши, каражи форсма, юми йогай, нашор, розмакомаканам, манасывалаттан, набун боохуз дарсун гунсорос. Юлдар вашаран бунтабира, фидорут, на Валохи свят наройгурам баста. Валохи свят ирст. Van de album Heus Sardam Rachestan Menekuzach Beafta Khusari Restone Sterne Khasse Khayadam Khister Bavgam Imam Khaskundu Shemay Fiqusen Kanon Smachan Abon Hashe Khabar Naqan Diasporatil Qustkunt Kayu Iron Adam Kamdarit Sharinj Makharz Raisumay Mana met telefoon af te mandar sterne gasse coördinationsavit wengtam kaid vitanj kunzima verdoge nagasta met zijn huid gekke zijn is boznig zeggen kein naruch kanaj iron adame mina verte kandarit sharinj hawrdegi
Buzniksen emasıl futbolist Nikol Rşava hayamut vet. Abonuz mehadak der mana haşımazılma başavgaya. Na zhudur evvel merde didinci tam kuvertam ama mazonga adam tel kumbertam vet kotun ama jertun ermester ivnechos. Iristun futbolizay Christ vet. Maar als je daarin terug de beluister is, hoe doen al was bieren, nog als schouwen, herschudis, maar wat je kan boeznig zeggen gaan, maar een hasje documentalen film. Chisarista udonen, denk gerochtjen hoe is raz der fit of abon een kalme kasten zeggen er mester. Hevet şaşırdıyız, abi yol varşavceniz nexas. Fala, oye, sadaf onca zrazme, genocid, sarısta, Gürcistan'ı, Menşevikum, Xişavat, İristan'ı adamı nexme. Fala, ma bakesen, ma neşastaxesen, na istoriyo. Şala meşal xattır şirdi saçı genocid, arist, ne adamı. Her ziracıdır, dermender mazaltı vavgeya, zarı, sinagarı, eridi, çifezeni, udun alvars, kune khas kuttamad, mamanan men khas udisa, der, ma innereti der. Ting ve zavrastacı tişeren mene hiyener. Mea Allah'ın Eduard Fırt, ne prezidenter banıson kutta yaranı khası, zagerestek înçun restek nav, mece mahşere. Ma aham restek keşu, avşra mahvama yumawen. Yeneriz khister karı adam me khawen, ma men vetçegen yazbaris, mesmah me bajuru. شمای سراز مفته اما من شو از زور استجتایش حاو شو از زور استجتای والله خیسای راخیزم اوش و زور استجای ارمستم چی باده من هم زاله نفلا این نتدارد چی داری تکم داری تریس او دونه جورنس ما ارمست در هیوت بجینی والله خیشینم نکوخه من آخام و زور استجته که رژیم نکوخ تکراتن بیدا مکود یو کولک افته کراخیزم بیدا بیره زنجینت سرته داری ما افته باکنه آبون نیست خیشات سرلوجت نیست پرزیدنت نیست اما قوه هاشه آدم آلوارس قومه ربردن استم ربرد استمویه فلجال چی در قوم خای باورد باقص شمی فتوخم منه هاش زنجینت کد خیسته رفتم استر نخواسته مینه ورته فندونون و مخدچه کنن اما وچه کن ما سیرال در کوشستم هوشه فرستتن اینر منه هاردم راخستم اما ما مفنده زغن Ауше возор остается тихай. Да, мы живем в период, когда миллион вызовов и угроз практически со всех концов мира. Да, мы обозначаем западный мир, Соединенные Штаты Америки. Но посмотрите, что происходит во всем мире. Это тебе и сегодня Ближний Восток. Это тебе Украина. Сейчас поговаривают, что это может как бы волной дойти чуть ли не до берегов Тихого океана и там дальше. Друзья мои, на самом деле страшные времена. Ведь позиции свои, вот тот империализм никак не хочет сдавать. Поэтому мы сегодня должны выдержать, даже не выдержать, а сделать так, чтобы вот эта линия
которая нам определена нашими предками быть с Россией, вот это мы должны поставить перед собой как самая основная цель. Только тогда мы сможем выйти из этой непростой ситуации. Я слово «тупик» подумал, не надо использовать. Мы движемся в хорошем, нужном направлении и должны продолжить это движение. То, что касается сегодняшнего мероприятия, еще раз благодарю практически всех организаторов за то, что такая работа ведется. Ведь мы работаем над тем, чтобы в памяти нашего народа сохранить то, что произошло. И это не потому, чтобы, помня все это, потом кому-то делать зло или что. Мы не способны на зло. Мы народ миролюбивый. Но мы должны знать, от кого и с чьей стороны такое зло и такой негатив может повториться. Поэтому вот эта работа по мемориализации геноцида астинского народа со стороны Грузии, она в действии, она работает, об этом говорит и этот фильм, об этом говорит и сегодняшнее мероприятие. Да вы посмотрите, сколько произведений было посвящено вот этим событиям. Это исторического характера, да и в нашей литературе. Чина нападекана салимата, каначина нападекана сулгой максаломе, яхистар чес табул, кецелен фандакл к фазяним ябункуна волосис хистар фахатчакана кайонгдар загамавта шагати рестун. Ама ябункуна дадима к феттазакама ирбаев честе мамма хистар чесган гананима қизамарта бакамой. Уадер мастер шдиси қудма. Ама кажа хафирста яхистар қабула. Ама хауга яхадагдар яхи апперста хуше кажа хай. ما خويت خير بردستان من هويت خير قوي من هاشد خبرت کنه شمعی نادم زومی زبان من خصوص کن و دایت من ما نزال کستر فسیله دای فلدری کوه دای کوی هوی و چگه نه سکولات نه universitet آخر گنن دبتن در من در گنن و دیسم هوش کستر باکوت تکن شمعی او متر چون در رشته کوی من هاش و زوجینت زنوبا کسم من هاشر ما آخرین فیلمتم فلا و چگن قوینج دوان خاص مزارجنه جورینک تکزای قویس فلا او نیول درستن پاچه خود هالوارس فستاگ رستجه و نه Кыржыстун эрдеге манавтаке хулынч новые люди якобы, да, которые пришли и якобы сейчас парламент Грузии работает над тем, чтобы комиссия соответствующая поработала, все-таки по чьей вине произошли те события касательно Южной Осетии, Абхазии и так далее. Да, вроде бы такая работа ведется, мы пока результата не видим, но есть отдельные выступления. Касательно отдельных выступлений, некоторые из представителей грузинского народа, мне тоже пришлось ответить, что это мнение отдельного человека, грузина в данном случае. Я имею в виду тех людей, которые выступают, что надо прийти к чему-то общему, что вот тогда провинились. Я всегда говорю. А вот когда Грузия практически провинилась, где же эти сегодняшние так называемые деятели были? И хотя бы одним словом не сказали тому же сумасбродному
Тамбовский волк, товарищ Саакашвили, да? Никто, наоборот, там поддержка и так далее и тому подобное. Я, если меня лично спросить, не питаю никаких абсолютно иллюзий, и об этом я всегда говорю. Был в свое время президентом благодаря вашему выбору, и тогда, и многим агентствам я такое говорю. Поэтому мы должны вдумчиво подходить к этим вопросам и следовать тому наработанному пути, который нами определен. Взгляды. За последние 105 лет остинский народ пережил самые тяжелые, самые трудные годы своего существования, пережив несколько геноцидов, и не только физических, как было показано, но и социальных, культурных, демографических. И мы, проводя эти мероприятия, в том числе и вчера за круглым столом в университете, были обозначены и сказаны очень важные слова, что мы не должны забывать историю. Это память, а эту память мы должны пронести будущему поколению. История геноцида, она очень большая. И если мы посмотрим на цели, которые ставили в руководстве Грузинской Демократической Республики в 1918 году, которые первые объявили о своей независимости, о выходе из состава Российской империи, они были очень простые, очевидны. И, как правильно заметил президент, в то время и придавали классовую борьбу. Но на самом деле это была национально-освободительная борьба остинского народа, борьба за свою независимость, за свою культуру, за свой язык, за свою историю. И эта борьба длилась очень долго. Эти страдания, которые мы сейчас видели в документальном фильме, этот переход через главный Кавказский хребет, который всего лишь сейчас 170-200 километров, беженцы были вынуждены идти несколько месяцев. Несколько месяцев страданий, голода, холода, преследования. Я думаю, наверное, каждый почувствовал эту боль матерей, боль стариков. И самое страшное, наверное, это было то, что, перейдя этот главный Кавказский хребет, оставляя позади свою родину, свой дом, свои сожженные дома, было удивительным и странным, и очень тяжелым, когда в 1922 году действительно Южная Осетия, автономная область, была включена в состав Грузинской и Советской Социалистической Республики. Это был парадокс, историческим и политическим парадоксом. Но они вернулись. Не все вернулись. Цифры сейчас находятся в архивных материалах, в свидетельствах, в домашних архивах. Более 27 тысяч человек потеряла Южная Осетия. Это 40% всего населения. 40%. Разве это не геноцид? Мы почему ставим эти вопросы? Для чего мы требуем признать, осудить и сделать какие-то выводы? Потому что этот геноцид был осуществлен именно по национальному признаку. Точно такой же геноцид был осуществлен в 1936-1937 годах, когда все лидеры повстанческого движения, о которых сейчас шла речь, были арестованы и расстреляны. Вся верхушка, вся наша интеллигенция остинская. Точно такие же параллели произошли в 90-х годах. В 90-х годах произошло то же самое, когда развалилась великая страна. Наши соседи, так называемые, первые бежали, первые, как настоящие предатели. А к предателям особое мнение всегда было. И мы опять изъявили желание остаться в составе Союза. И опять был осуществлен физический геноцид 90-х годов, который все помнят.
То есть это все моменты, все исторические вехи, которые абсолютно очевидны, и не нужно тут выдумывать велосипед. История уже давным-давно написана и определена, что она повторяется. И чтобы этого не повторилось, нам нужно сделать выводы, нам нужно помнить и нести эту память будущему поколению в школах, в университете, чтобы такое не забывали. Это очень трудно, да, это очень тяжело смотреть такие кадры. Последние такие тяжелые чувства я пережил, когда смотрел спектакль «Последний свидетель», который поставили в нашем Остинском театре. Вот его нужно перевести на иностранный язык. Пусть посмотрят, пусть увидят, что пережил малочисленный, ираноязычный, индоевропейский, единственный народ, который сейчас проживает на Кавказе, по обе стороны главного Кавказского хребта. Нас очень мало, 500 000 человек всего лишь осталось Остин. Но тем не менее, на протяжении всей своей истории мы доказывали и доказываем сейчас, что мы являлись и будем являться верными сотрудниками России. И сейчас мы боремся с этим нацизмом, и мы его победим. И в завершение я бы хотел вспомнить и радостные моменты, которые мы пережили в последующем, потому что пережить горе и потом не встать на ноги, не перейти к развитию, не создать свою государственность. Сейчас борцы за независимость 90-х годов очень четко и правильно говорили слова. Я думаю, вот это мы не должна никогда забывать. Вечная память тех, кто в 20-х годах пережил эти страдания, в 37-х, Великая Отечественная война, 90-е годы, 2004-2008 год. Спасибо. Слово предоставляется Гаглоевой Беле Бутазовне, внучке Рутена Несторовича Гаглоева, общественного и культурного деятеля, инженера-строителя, одного из лучших представителей остинской интеллигенции, ставшего жертвой репрессий 1937 года. Хочу сказать как педагог. От грамотной подачи материала зависит, на каких примерах будет расти наше будущее поколение. Если мы им поставим в пример людей, которые ошиблись и сделали неправильный выбор на тот момент, и покажем, чего стоило остинскому народу последствия вот этого неправильного выбора, я уверена, что каждый осетин, будучи даже ребенком, сможет грамотно впитать патриотизм, уважение и желание жить на своей земле исконной. Хочу сказать как мама, если мы каждый день будем наблюдать неграмотный подход, неуважение к нашим героям, к нашим традициям, к нашей истории, мы не сможем отстоять те постулаты, которые были озвучены президентом. Чтобы жить и творить, и держать сильную нацию, нужны сильные, грамотные люди. И правильно поданная история. И выводы. Обязательно выводы. Хочу сказать как мама, что дети любят повторять. Вы их не научите. Они смогут только повторить то, что увидят. Поэтому каждодневный труд наш с вами заключается в том, чтобы они помнили то, что творилось на экране. Есть цитата Рокоссовского: «Нация, которая не чтит своих героев, не будет существовать, у нее нет будущего». И я хочу, чтобы имена вот этих героев, той когорты интеллигенции, которая в самый тяжелый момент взяла на себя тяжелую ношу, за будущее Осетии они отвечали 11 человек. Представьте себе, за 105 000 населения на тот момент осетины нас было 11 человек, 9 из которых без высшего образования, остальные с высшим. Раз они смогли собраться
вместе, выстроить правильный путь, обозначить светлое будущее для последующих поколений. Почему мы не сможем? Мы тоже сможем. Тем более такой шанс нам был дан в 2008 году. Хочу сказать как внучка. Не побоюсь этого слова, великого патриота своей родины, Рутена Несторовича. В любую тяжелую ситуацию я всегда обращалась к его деятельности. Я замечала, что человек, который в одиночку смог бороться с системой, значит, в нем что-то было такое, которое потеряно нами сейчас. Я нашла этот стимул. Это мужество, это любовь к своему народу, и это патриотизм до мозга костей. Все можно сделать, все можно изменить и все можно исправить, если в твоем сердце горит желание сделать во благо своего народа. И хочу сказать, как супруга, тоже не побоюсь этого слова, одного из мощнейших защитников Отечества. Человек, который своей деятельностью, своими шагами, вместе с бравыми ребятами за мной, позволял нам строить наше будущее. Вы понимаете, такие моменты нельзя забывать, не из-за того, что они близки нам, либо люди, которых мы знаем и видим каждый день. Если мы позволим заменить, подменить понятия и будем поклоняться людям, которые этого недостойны, будущего у Осетии нет. И это очень хорошо показало лето 1920 года. То есть советское руководство Юга Осетии, Ревком, поверил своим политическим товарищам в Грузии и смог остановить действительно уникальный план по отстаиванию права жизни на своей земле, на Цабалахтой. И вот мы с вами можем правильно подвести итоги, сделать выводы, последствия, посмотреть через 105 лет, чего нам это стоило. Это не только дата, о которой нужно говорить каждый год. О ней нужно говорить каждый день, каждый месяц. Потому что на этой основе, повторюсь еще раз, будет складываться и наши последующие шаги. Эти потери – это цифра. Не только в 1920-м, но и в 80-х, в 2008 году. Эта цифра достойна того, чтобы мы с гордостью могли говорить о тех ребятах, о тех жертвах, ценой которых мы купили наше сегодняшнее спокойное будущее. И да, я не хотела нагнетать, но, скорее всего, следует. Как историк могу сказать, что история опять подкидывает нам вариант. Проверить нас на прочность. Усвоили ли мы правильно урок геноцида 1920 года? Грузия пробует снова отозвать независимость Абхазии и Южной Осетии. От нас с вами зависит, удастся ли это сделать снова. Лапута Валохи суд, Ирстун Валохи сад. Государственный хор осетинской национальной песни при президенте Республики Южная Осетия. Захват
Память о жертвах геноцида обязательно должна быть сохранена в наших сердцах, чтобы подвиг предков никогда не утратил своего значения. Будьте здоровы и Богом хранимы. До новых встреч!